Сегодня у нас будет картина маслом. Вот. Извините, пожалуйста, за ошибку в зуме, почему-то не подключается. Так, сегодня мы будем писать картину Симоненко Олега. Да? Это очень хороший художник, замечательный. Вот такой пейзаж будем рисовать, писать, точнее. Почему говорят, картину маслом мы пишем, да, а не рисуем? Потому что именно маслом мы пишем, получается, а не рисуем, да? То есть мы не закрашиваем, мы разными методиками кладем краски. Так, для того, чтобы написать картину маслом, нам понадобятся такие краски, как бело-титановые, лимонные, желтые, красный, красный, ультрамарин, голубой, ну, какой у вас выразилось, черная и сажа красная, и ультразолотистая. Но если, ребята, у вас нет именно таких отдельных тюбиков, то, ребята, берете набор красок, да, именно сами. Там может быть 12 оттенков, а может быть меньше. Не обязательно столько красок иметь с собой. Вот. Поэтому достаточно простого желтого, белого, да, немножко красного, карпака синего, черного угля и зеленого. Да. А можно, если совсем не обязательно столько красок. Вот. Здесь у меня мысленно, то есть получается, можете любую упаковку взять, крышечку, и туда налить масло. И получается, что масло льняное желательно отбеленное, потому что не отбеленное масло будет очень сильно пахнуть. Поэтому мы сюда можем еще добавить пенен. Пенен — это у нас получается разбавитель. Но разбавитель я не сказала вам покупать и использовать. Будем чисто на массе писать. Если у вас иного масла нет, можете растительное масло использовать. Если у вас только оливковое масло, ну, оливковое масло не желательно, потому что, говорят, не сохнет. Поэтому желательно такое масло брать. Можно, конечно, смешивать льняное масло с разбавителями, да, или с лаком. Но это очень сильно пахнет. И можно, конечно, чисто на масле писать. Картон ваш должен быть обязательно грунтованным. Или холст. У меня сейчас холст. Вначале. И такие обязательно берете тряпочку. Очень тихо как-то слышно. И берете. Ну, на стихи лучше, ребята, это не обязательно. Просто хочу немножко показать. Может, на следующем уроке будем именно на стихи писать. То есть вместо кистей использовать. Вот, такого не сможете смешивать краски. С чего мы начинаем, да? От большего к меньшему. И у нас будет сейчас подмалевка. Да? Это означает, надо быстро избавиться от нашего белого фона. Для этого мы берем кисть пошире, плоская кисть, это у нас синтетика идет. Вот. Вы можете кисть как угодно держать. Можете вот так держать, делать мазочки, да? А можете просто вот так, как ручку держать. Ну, как угодно можно. Тоже попробуйте по-разному. Вначале, конечно, если у нас был разбавитель, из чего нужен разбавитель, да? Для того, чтобы краска быстрее, масло немножко испаряется, и краска быстрее встает, и получается, что высыхает. Да?
Если честно разбавить, написать, у вас может масло испариться, и получается, что такие неяркие желтые пигменты останутся. Поэтому масло и разбавитель как бы где-то сколько-то процентов добавляю. Сейчас покажу. Палитра хорошо видна, да, ребят? Вот здесь, получается, я немножко масла взяла. Совсем немножко. Для того, чтобы вначале вообще рекомендуется, да, избавиться от белого хвоста, и либо можно нарушить это. Вначале писать ваши деревья. Ну, давайте немножко не будем нарушать это правило, да? Но можно нарушать, конечно. Сюда я добавила пигментамовый. Немножко добавила ультрамарина. Можно сюда немножко голубого добавить. Мы делаем цветные. Далее я немножко больше добавила. Сюда немножко голубого цвета. А можно показать, как рисует Алиф? Вас очень тихо слышно. А у вас тоже сегодня очень тихо слышно, и это не показывает ваш рисунок. Только вас показывает. Да? Ну, ой, почему? Сейчас видно, ребят. Давайте я перезайду второй камерой, сюда подключу, потому что почему-то лучше. Минуточку, пожалуйста, ребята. Сейчас я подключу. Почему не
слегка добавим. Вот. И вначале, ребята, давайте отметим, где у нас примерно будет дорога располагаться. Сюда мы берем немножко охру золотистую. Если у вас в палитре нет охры золотистой, можете взять желтый. Сюда немножко умбру добавить, да? Примерно такой цвет получить. Либо, если вы хотите покраснее сделать, можете немножко красный добавить. Но эту краску немножко слегка берем. Не густо, да? И начинаем отмечать. Так. Здесь я примерно отмечаю, да? Вот это немножко выше середины будет. Смотрим на картинку. Здесь получается середина, да. Выше середины будет немножко. Вот, и сюда отмечаем. Примерно где расположены деревья отмечаем. Здесь немножко холм будет в этой области. И наша дорога, да? Отметили. И эта дорога идет вдаль. Где-то виднеется. И смотрим, да? Вот в этой картине мы где-то у нас середина здесь находится, да? И верхняя часть у нас где-то 1/3 будет. Даже немножко сверху больше будет, да? И тоже отмечаем, где у нас горизонт. У нас получается, если перспективу посмотреть, мы находимся немножко выше, чем здесь, да? Получается, это не горизонт, это наши глаза. Вот. И получается, вот это вниз идет, да? И так, сопка спускается вниз. И если посмотреть, то это ниже горизонта будет наши деревья располагаться. И здесь немножко выше горизонта уже выходит наше дерево. Можете, ребята, не обязательно делать копию этой картины. Можно немножко что-то свое добавить, немножко поменять. Где-то можете переместить деревья или где-то добавить животных. Вот эти деревья, они по центру находятся. Почти. Немножко, да, немножко уходят в центр. А можно опять на экран, чтобы мы сфотали картинку? Пожалуйста, на экран покажите. Вот так. Кто в группе в WhatsApp, ребята, там отправили фотографию. Можете показать, пожалуйста, на экране? Ага, есть, оказывается, спасибо. Да, скачайте, пожалуйста. Здесь сильно мы можем сильно не отмечать. Просто можете вот так линии отметить, где холмы видны. И все. Все рисуется на глаз. Вот, это наш набросок получился. Конечно, с натуры писать лучше этюды, вот, на пленэре, да, потому что там облака, все очень быстро движется, и надо
вот это движение поймать. А здесь уже написанная картина, поэтому будет намного легче. Сейчас мы подготовили 3 цвета, да? Это у нас ультрамарина, цвет неба. Немножко от темного к светлому. По правилу вообще от темного пишется масло. Если не хватает цвета, мы все время добавляем. Мазочки можно как угодно ложить. Надо быстрее избавиться. Если бы у нас разбавитель был бы, мы полностью холст закрасили бы сперва в один цвет, а потом уже начинали бы поверх охристого оттенка уже делать подмалевок. Мы здесь по-разному ложим. Смотрите. Это если не хватает, сразу добавляем темноты. Подмалевок — это грубые мазки. Можно, конечно, немножко желтизны добавить, потому что вот с этой стороны немножко желтит, да? Тогда немножко будет зеленеть. Чтобы, если хотите такое гладкое небо, нужно так делать. Сперва положили мазочки, и берете мягкую кисть чистую и начинаете слегка проходиться или касаясь, или движением таким. Тогда будут ровные переходы, да? Но я не хочу смягчать и делать переходы ровными, да? Поэтому я продолжаю наш грубый подмалевок. Белый цвет вообще считается очень густым, поэтому вообще белую краску хорошо использовать густо в конце картины. То есть, получается, от дальнего мы начинаем, и чем ближе делаем, тем гуще краски ложим. Да? Какой ой, так. Ага. Кисти все время меняем. И если у вас совсем мало кистей, то нужно не обязательно мыть и менять. Да? Вот этот цвет очень подходит к дальним оттенкам. Да? Здесь даже немножко голубая функция была хорошо. Для дальних оттенков, да? У нас такой синий цвет, да? Немножко грязноватый. Но с белилами. Обязательно нужно смешивать, несколько оттенков делать и смотреть. Вообще в идеале надо использовать несколько цветов. Даже здесь, если посмотреть в дальние деревья, они немного фиолетовые, да? Можете, если фиолетовый есть, можете и фиолетовый добавить, и голубой фрукце. Так.
Дальние деревья можно либо вот так вот присылать, немножко дрожащие вот так линии, туда смягчаются переходы. А если вы будете вот так ложить, у вас будет тоже смешиваться с фоном. Так, далее немножко берете зеленый, тоже смешался с синим. И такой зеленовато-синий получился, светлый. И далее. Здесь где-то виднеется деревья. Да, вот эти, если сливаете с зеленым, то фон немножко темнее. Не фон, а дальние деревья немножко темнее сделать. Но сейчас мы должны быстренько этот подмалевок делать, да? Добавлять, где цвета увидели светлые, там положили, немножко смешали. Видите, уже начинаем смешивать несколько цветов. Синий с зеленым, немножко охру добавили. Также надо сделать индиго цвет, получается тоже синий добавили черного, но бывает, что можно переборщить, да? И получается очень темный цвет. Вот. Немножко темные тона положили, где увидели. Обязательно тряпочкой пользуйтесь. Здесь получается зеленый немножко вот темно-синим смешала, да? И получила такой. Ну, это у меня травяной зеленый. Если у вас кобальтовый зеленый, то он более такой. Можно, если хотите осветлить, можете желтый добавить. Смело вложим краски. Если посмотреть на картинку, то можно увидеть, что где-то деревья синевят, да? Где-то желтят, где-то сиреневят и немножко фиолетовые оттенки есть, да? Видите? Все время смешиваем. То где-то умбру добавили, да? Где-то охру добавили, золотистую. Вот эти деревья теневые немножко синевят, да? Здесь немножко кобальтовый зеленый имеется. И зеленый травяной. То есть холодные зеленые есть и теплые зеленые. Так, у меня краски заканчиваются. Если у вас тоже заканчивается, обязательно берем заново с тюбика и сюда вжимаем. Потому что каждый раз, если мы не рассчитали, я вообще вначале показываю, чтобы люди по чуть-чуть краску ложили. Тогда мы замечаем, что у нас, то есть мы знаем примерно, сколько красок уйдет на холст. Так. Вот у меня несколько цветов. Здесь, получается, у меня есть
Голубая, ультрамарин, голубая цвет, кобальтовый цвета. Так, готово. Олив не видно. Олив, вас не слышно, вы что-то говорите?
Примите, пожалуйста. Другим телефоном пытаюсь зайти. Recording in progress. Можно смешать краплак с ультрамарином, да? Или с голубой ФЦ. Тоже можете посмотреть, какие цвета сиреневые получаются у нас. Можно попробовать красный добавить с белилами и получить такой сиреневый темный. Где-то будет сиреневеть здесь. Еще там фиолетовые цвета есть. Сюда немножко еще. Я добавила больше ультрамарина и добавила краплака. И получила такой темный фиолетовый. И сюда. Где-то немножко фиолетовый. Прямо большими пятнами пишем. Уточнение, это все в конце делается. Немножко голубая ФЦ смешалась с ультрамарином. Это у меня получился кобальтовый. Немножко зеленеет и синевит. Ну, такой синий цвет. Где-то и такой цвет есть. Ставим ложу. Темные пятна.
Так, сюда нужно еще все время добавляем. Немножко можем добавлять. Ну, считается, если до 3 цветов, это чистые цвета. Больше 3, там 4, 5, 6, это уже сложные, да? И сложные чистые цвета у нас присутствуют в нашей картине. Я здесь вложу, получается, много различных оттенков, от индиго до кобальтовых и фиолетовых ультрамариновых оттенков. Если у вас возникает вопрос по цвету, спрашивайте, пожалуйста. Так, если вы допустили ошибку в начале и в конце, это ничего страшного. Картину маслом можно очень легко исправить. Все время исправляем. Что-то добавляем, что-то убавляем. Вот этот цвет я добавила желтый, наш зеленый кобальтовый. И получился у нас такой светлый травяной. Такой же светлый травяной можно получить просто с зеленого травяного. Просто добавить туда желтого. Здесь можно еще охру добавить, да? Нужно очень быстро прорабатывать вот это все. Даже если немножко у вас идет не по плану, цвет немножко другой, не бойтесь. Можно потом всегда исправить. Я тоже сильно на цвет, ну, смотрю на цвет, конечно, но могу немножко другой цвет положить. Теневые у нас немножко вот такие сложные цвета. Здесь много синего, зеленого и коричневых умбристых оттенков. Или можно просто сделать из синего немножко добавить туда черного, сделать цвет индиго, либо можно очень темные фиолетовые цвета сделать. Где-то если у нас попадает этот цвет, я делаю темнее. Где-то немножко сиреневит. Здесь у нас эта зона, да? Дальние деревья. Вот в этом плане здесь больше индиго. Сюда можете индиго добавить. В кобальтовый цвет я добавила краплак красный и получила такой цвет. При обесцвечивании вот такой фиолетовый. Тоже смотрим картинку и добавляем, где цвет нам необходим. Смешиваясь, немножко коричневее местами.
добавляю, меняю цвета, сильно где-то кобальта сильно нет. Делаю немножко такие фиолетовые оттенки добавляю. Тени у нас такие темные, да? Конечно, здесь и черно-зеленый присутствует, индиго, немножко кобальтовые оттенки. Писать картину именно пейзажи пишется очень легко. В этот зеленый немножко желтого добавила, такого лимонного. Если сильно яркий цвет, то нужно притушить охрой золотистой, да? Чтобы получить ярко-ярко-зеленый, можно добавить в кобальтовый лимонный цвет, либо любой синий, или можно зеленый, который у вас есть. Но желательно, если хотите очень яркий зеленый получить, хорошо, когда у вас именно светлое зеленое есть. Или малахитовый зеленый. Можно такие цвета тоже сделать с добавлением белил немножко. Это больше желтого добавляем, да? Где-то немножко голубенького цвета добавили. Делаем немножко где-то небо отражается, да? И такой холодный зеленый получается вдали. Самое главное вот, все время добавлять разные оттенки. Не бойтесь экспериментировать. Много фиолетовых, да? Здесь даже хорошо немножко маленькая круглая кисточка, да? Потому что мы уже совсем уже дальний план у нас очень мелкий. Вот такая немножко кисть. Ну, это старая кисть, она немножко закругленная, но тоже считается плоской. То есть именно есть чисто закругленная кисть, синтетика, а есть плоская кисть, которая немножко закруглена с края. И вот такими мазочками прорисовываем дальние деревья, где ближе немного выразительнее фиолетовый идет у нас. Немножко индиго цвет есть.
Опять же затемняем. Все время меняем нашу картину. Опять же делаю с кобальтом более такой фиолетовый оттенок с краплаком. Здесь немножко, если немножко неправильно положили, можно просто тряпочкой убрать краску, так, вытереть, и можете другой цвет поставить. Потому что мы чисто на масле пишем, поэтому у нас картина практически не сохнет и мажется, и смешивается, ну не только в палитре, но и кисточки, и в нашей картинке все смешивается. Немножко где-то здесь фиолетовый. Все время какой-то цвет новый добавляем, немножко больше желтит где-то здесь. Где-то я малахитовый, немножко желтизной беру, отмечаю, где будет светлости. Где-то немножко в желто-зеленым добавляю краснинку. И получаю такой цвет. Ну, такой насыщенный. Вот видите, как я все время добавляю красок, да? Смешиваю, получаю такие холодные зеленые. Больше здесь добавляется, опять же, синий цвет. Опять же, добавляю где-то фиолетовый. Старайтесь заранее цвета подготовить перед тем, как наносить, делать подмалевок. Да, заранее ложим, находим цвета, которые нам нужны, да? Тогда нам легче будет. Если сильно густо, немножко масла введите. Ну, конечно, в идеале, ребята, лучше льняным маслом пользоваться, не растительным. Бывает, что очень много картин пишем, и у нас масло заканчивается. Вот. Иногда используем обычное масло. А оливковое масло, ребята, можно хранить на пару суток. Ваши кисти, именно туда добавить оливковое масло. Это ваши картины, то есть ваши кисти, они не высохнут. И будет легче уже продолжать. Но желательно сразу мыть кисти.
При высыхании масляные краски становятся очень твердыми, поэтому можно писать на любых грунтованных поверхностях и даже по металлу. Можно сейф нарисовать. Так, здесь обязательно смотрим, да, где-то темноты не хватает. Надо сразу затемнять еще сильнее. Лучше перетемнить, чем не доложить красок. То есть темные краски ложатся не густо, ребята, потому что они более прозрачные. Поэтому масляная живопись начинает по правилу с темных оттенков, а потом уже осветляет, потому что именно белила и светлые вот эти краски, они более густые. Это можно заметить на тюбике. На тюбике здесь показывается, что цветостойкость, да, покрывная, там, сколько покрывает, да, может быть прозрачной, полукроющей, да, или полностью кроет. Есть белила титановые, есть белила цинковые. Цинковые больше подходят для лессировок. Лессировки, именно у нас не такая пастозная живопись и не лессировочная. То есть у нас как бы немножко смешанные. Можно, конечно, очень пастозно писать, очень густо, но так как у нас чисто масло, у нас краски просто не будут сохнуть. Еще полностью картина сохнет где-то год. Бывает, если много разбавителя используется, то картина сохнет полгода, да? То есть в течение этого времени нельзя ни в коем случае, то есть хранится дольше и становится ярче, да, от внешних воздействий. Поэтому картину маслом обязательно нужно при высыхании, именно подождать хотя бы полгода. Бывало, что и через полгода пастозная живопись, именно очень густоложенные краски, они внутри не сохнут. Да? Получается, верхняя поверхность высыхает, то, что внутри не сохнет. Поэтому, конечно, лучше подождать. Бывает, что если не подождали, покрыли лаком, и у нас краска начинает трескаться и все высыпаться. И жалко картину, да, потому что мы долго писали, и у нас все треснуло. Поэтому бывает еще сушат возле батареи картины. Но в холод, если просто куда-нибудь положить картину в холодное место, то у нас будет сохнуть дольше наша картина. А вот вы на заказ же делаете, например, куда-то отправляете. Как они тогда, если не высохнут? Или вы другими красками? Бывает, что картины даже заказывают очень срочные, через сутки им нужно уже доставить куда-то. То есть, получается, именно ездят в Улусы с картинами, и получается, что они упаковывают в коробку, чтобы в конце всего, то есть, получается, сперва грузят то, что можно положить снизу, а картину, получается, ложить сверху, да, и сверху пространство делать, чтобы картина не касалась и предупреждать, что это хрупкая. И, получается, таксист уведомлен, и он бережно относится. И, конечно, люди, которые получили картину, очень довольны, и не было такого, что измазалась картина, да. Но бывало, что у нас на мастер-классах ребята очень торопились, я просила оставить картину, чтобы картины высохли, и
получилось так, что одна девушка срочно унесла с собой картину, и получилось, что ее картина упала, и как бы маслом вниз. И получилось, что картина измазалась. Ну, потом она, конечно, докончила дома, но, конечно, лучше надо ждать, чтобы картина чуть-чуть подсохла, краски немножко встали, потому что когда ваша картина в начале 2 дня будет краска именно в теплой комнате, возле батареи будет вставать самый поздний слой. То есть получается, темные краски уже на завтра немножко уже подсохнут. Да? Получается, если немножко дотронетесь, но лучше этого не делать, то темные краски они не будут липнуть. Немножко, конечно, будут смазываться, если вот руками попробовать. Да? Но белые краски, светлые краски, они больше сохнут. Вот, поэтому желательно не трогать и внизу картину не ложить, потому что пыль может осесть на картину, да, и получится, что у вас картины с пылью. Поэтому старайтесь ложить именно... получается, что где-то на столе можно высушить картину или возле батареи, чуть повыше поставить. И картины нужно тоже уметь хранить, потому что пыль все равно оседает на картину, и бывает холст сзади может разъесть именно этот пыль, которая оседает, да, сзади холста. Если у вас не на картоне холст, то если у вас натянутый холст на подрамнике, да, то может там осесть пыль и может просто сзади съесть. Да. Если комната влажная, там может образоваться плесень и просто холста сзади может и не оказаться, да, только краска держаться. Но это очень старинные картины, поэтому нужно вовремя протирать пыль с картины. Вот. И также, когда вы лаком покрываете вашу картину, у вас получается картину лаком покрыли, вниз нельзя ложить, все равно какая-то пыль оседает, потому что лак домарный, допустим, сохнет не сразу. И тоже по лакам сейчас расскажу, есть нюансы большие. Вот. Как покрыли картину лаком, так нужно положить, куда нету, не циркулирует воздух, да, получается, вот пыль не будет оседать. И бывает, что некоторые, купив лак домарный, у них срок вроде хороший, да, но почему-то краска на картине не сохнет и начинает вот эта пыль оседать. Да. Это потому что лак домарный, даже если срок хороший, то, например, год хранения, да, со дня выпуска, и получается, вы посмотрели, ну, вроде 8-й месяц идет, еще срок не вышел, да, и тоже начали попробовать, и у вас не сохнет. Это значит то, что лак домарный, он, получается, только на раннем сроке можно использовать, до 6 месяцев. То есть больше 6 месяцев прошло, и срок не вышел, да, то уже не надо использовать, потому что есть такой минус у домарного лака. И картины, конечно, картины, которые были именно срочные, именно по Якутии были, а картины, которые в Москву везли, эти картины уже подсушенные были. Ну, где-то 3 месяца у некоторых картин было. Ну и были срочные, конечно, именно по акрилу. Там бубен у меня акриловые краски идут, да. И получается, что акрил сохнет моментально, поэтому очень хорошо отправлять по почте. Конечно, если у вас вы картину написали и хотите сразу картину подарить или вывести куда-нибудь, то обязательно нужно так придумать, чтобы сверху ничего не липло. Бывает такое, что в канцелярии продаются иголочки вот с шапочками, да,
Вот эти покупаете и начинаете сюда продавливать иголки, да, и пластик сверху у вас остается. Несколько раз прошлись, вот где-то вот столько, да, и поставили кнопочек, и сверху можете картон твердый положить, чтобы не касалось именно этой картины. Получается, у вас пространство есть. И потом скотчем закрепляете. Потом ложите в коробку и пишите осторожно, мокрая картина, либо стекло, или, не знаю, или нельзя переворачивать, или просто ложить сверху нельзя, тоже пишите и уведомляете доставщика. Тогда ваша картина в целости и сохранности отправляется. То есть такого у меня не было, по-моему. Да, не было, кажется. Если я срочные картины пишу, конечно, я разбавитель использую. И масло льняное. И бывает, что картина уже через 2 недели уже как бы подсохшая, да, но внутренний слой не подсохший. То есть, получается, через 2 недели картину потрогаешь, и там уже ничего не липнет. Так что прям год это бывает, когда нету разбавителя, именно чисто на масле картины, и именно пастозная живопись. А здесь у нас картина не такая пастозная, здесь очень тонкий слой красок было положено. Вот эта картина уже завтра, вот эти темные оттенки, они почти, ну не почти, они уже встанут, да? Уже немножко будут липнуть. А вот светлые, конечно, чуть подольше. Но почему именно говорится, что нужно полгода подождать? Потому что лак растворяет картину. Именно растворяет, поэтому ждем. Так можно и даже сырую картину повесить на стену. Вот. И такой момент есть, когда вы пишете картину под лампой, то у вас, ребята, у многих, я заметила, желтый цвет дома. Этот цвет практически не подходит. Получается, вы получаете картину такую другого оттенка, да? Нам нужен дневной цвет. Очень сложно получить дневной цвет идеальный, да? Потому что наши лампы со временем, белые лампы, они все равно желтеют, поэтому надо постоянно покупать именно белый цвет. Это больше 5000 Кельвина, 5500 Кельвина. И, конечно, световой поток должен быть выше, да? Получается, конечно, когда мы пишем картины днем, мы не ставим картину именно перед солнцем, да? Нужно немножко, где вот солнце, то есть не прямые солнечные лучи, немножко в сторону от окна, и вот этого цвета будет достаточно. Ну, конечно, если мы пишем картину в пленэре, тогда у нас, конечно, очень ярко видим, да? И когда вы пачкаетесь именно маслом, бывает, что одежду испачкали, и домой сразу пришли, и сразу же можно стирать. Сперва хозяйственным мылом, а потом отправить в стиралку, да? Тогда у вас масляная краска уйдет. Что нельзя с акрилом, да? Акриловая краска не сохнет, ну, сохнет, ой, не сохнет, но оставляет много вот этих красных или каких-то таких пятен, да? Если даже помыть, постирать, все равно останется следы.
Я сейчас беру красный, добавляю немножко вот этот зеленовато-синий цвет и немножко начинаю темнить нашу дорогу. Но здесь много тоже сиреневых оттенков, зеленых, желтых, да, коричневых, с краснинкой. Также этой же кистью я взяла белила немножко. У меня какой-то цвет попался. Сюда я добавила немножко красного. Еще добавила умбру. И получила такой серовато, такой светло-коричневый, да? И хочу вот в этой области немножко положить. Немножко еще можно краснинку с белилами положить и осветлить. Такой какой-то сероватый, сиреневый, да? Получился у нас. Если вы заметили, что маслом легче рисовать картину, да? Чтобы сиену жженую сделать, умбру жженую добавляем в красный цвет. И получаем такой сиено жженый цвет краснинкой. Похоже на английскую красную. Пока сильно ничего не уточняем. У нас идет этап подмалевка, да? Вы намного быстрее, наверное, это делаете. Просто я рассказываю и замедляюсь. Вот, в этот же немножко с красным, где у нас сиена жженая была, сюда белила добавила, и такой телесный получила. Больше розоватый, да? Но мне нужно немножко еще добавить туда желтого, да? Даже можно зеленого добавить. Так, местами я набросала цвет такой. Иду сейчас лимонный желтый добавила, зеленый. Тоже в кисточке есть краска, немножко телесный цвет, который был до этого. И где-то здесь чуть-чуть зеленит. Туда набросала. Где-то еще здесь, да. Не сильно зеленый и не сильно желтый. Больше похоже на охру золотистую, но немножко зеленым и белилами. Конечно, некоторые художники на этапе подмалевка картину продают. Почему вообще не придумали? А некоторые говорят, что на этапе именно подмалевок это быстрое там, нахождение цвета и заполнение этих, избавиться от белого холста. Да? Но можно на этапе подмалевка, и когда закончили, можно уже картину в принципе продавать. Ну, конечно, желательно детализировать после, но некоторые продают. Технику моря вообще немножко по-другому пишется. Вот именно смешанный стиль, да. Можно, если вы написали пейзаж, то вам уже немножко легче будет другие картины написать. Но именно море нужно немножко по-другому рисовать. То есть нужно вам попробовать дома написать разные сюжеты, да,
Можно анималистику написать, животных, да, домашние. То есть там уже технику шерсти вы изучаете. Или можете море, да, тоже технику моря, но там уже надо чуть-чуть пошире кисть. Смело краски набросали. Все время кисть по-разному держите. Так, у меня опять краска заканчивается. И такое есть, что нужно от картины обязательно отходить, ребята. Потому что сильно близко сидим и не пишем одну часть, а нужно по всей картине бегать. То есть, когда в одну часть очень хорошо прорисовываетесь, и в эту часть хорошо прорисовываете, и потом вы написали и отошли от картины. То есть именно по части где-то тут, там написали и отошли, и у вас почему-то картинка из разной истории получается, что не совпадает. И в единую картину не... Ну, то есть все по отдельности получается. И когда мы отходим, картина какая-то другая совсем получается, как мы планировали. То есть не единое, а что-то все по отдельности. Поэтому старайтесь все время от картины отходить. И вдали вас именно картина должна появиться, а вблизи вас должна быть мазня. Хорошо? То есть издалека лучше на вытянутой руке рисовать. Если вы именно так близко сидите, вы ничего не видите. То есть вблизи у вас нечетко должно быть, а издалека, наоборот, должна прорисоваться ваша картина. Где-то немножко краснеет, добавляем красненьку, да? Это фиолетовый. Опять же, добавляем такие сиреневые фиолетовые оттенки. Можете, конечно, цветы добавить. Для начинающих художников я советую писать, повторять картины художников и с натуры писать больше. И на пленэр ездить. То есть вообще пленэр это означает с натуры писать в лесу, например, да, куда-то ездите, прямо пишите момент, запечатлеть нужно поскорее, потому что облака быстро двигаются. Надо уловить этот момент, быстро именно подмалевок сделать, набросать. Вот. И минус большой пленэра, что ветер сильный, нужно хорошо подготовиться и с собой еду взять. И много очень мошкары, там, мух, комаров, да, тоже нужно обязательно защитить себя. Но зато писать именно такие этюды очень классно. На природе писать. Природу, да? Ну, мы тоже копируем природу, получается, да? Мы можем что-то опять что добавить или переместить наши деревья куда-то, да? И многие продают картины, да, известных знаменитостей, портреты.
точнее, художники пишут и продают картины известных людей, и авторские права они не нарушают только в том случае, если они добавили что-то свое в картине, да? Допустим, тот же шарж, да? Когда пишут шарж, там они сами придумывают или фон, или что-нибудь такое смешное делают. Вы тоже можете писать знаменитости, да? Можете писать и мера, или главу, да? И что-то свое можете смешное, подшучивающее нарисовать или шарж делать. Это не преследуется законом, поэтому такие картины очень хорошо продаются. Вот, именно очень много известных людей пишут, такие смешные, и пишут именно какое-то смешное, там, интересные картины пишут, и потом их продают в интернете. Это очень, говорят, популярно, и очень много людей покупают именно такие картины. То есть это не нарушение будет. Вот. Ну, конечно, Мерлин Монро картины делают, рисуют, пишут. Таких картин очень много в интернете. Вот. Ну, и для наших российских можно написать портреты российских артистов. Только нужно обязательно что-то добавить свое. Либо фон, либо одежду какую-то яркую. Ну, или там, не знаю, чуть-чуть поменять, потому что то, что вы изображаете с фотографии с интернета, и что-то вот, допустим, нашли фотографию человека известного, да, и добавили заколку, да, тогда это уже нарушение не будет, считается. И немножко чуть-чуть поменять, слегка. Вот такие картины можете смело продавать. Вот один человек говорил, ну это проблема всех художников, потому что не все могут поехать куда-то, да, нарисовать водопад. И человек нашел фотографию известного фотографа, да, который именно сфотографировал картину. Сделал фотографию именно этого водопада, да, и художник взял и нарисовал. И он начал с ним судиться, фотограф, и не выиграл дело, потому что художник немножко что-то свое добавил в картину. То есть и художник выиграл. То есть ведь с интернета можете любую картину взять и немножко поменять. Фотографию. И написать, что это вы кого-то написали, чью-то картину повторили, да? Вот. Если мы не копируем, не повторяем, тогда мы вообще не можем учиться. Поэтому нужно обязательно написать картины художников, да, вот эти пейзажи. Потому что по фотографии можно увидеть мазочки, как художник ложил. Или можете по-своему ложить. Если вы с натуры пишете, ребята, натюрморты, да, или также, например, картины пишете, это тоже называется копия. То есть все, что вы видите, вы копируете в холст. Обязательно не забудьте немножко голубизны добавить, да, на поле, потому что
отражается, идет рефлекс от неба, да, нужно обязательно изобразить это. Немножко какие-то синюшности будут. Отходить нужно именно вставать со стула и отойти на 2 метра и издалека посмотреть. Конечно, если у вас формат маленький, вам легко немножко вот так отодвинуться и посмотреть. Да? Тем больше ваша картина, тем вам надо подальше отойти и издалека смотреть. Где-то, вот смотрите, если вы смешиваете разные оттенки на палитре, да, то смотрите, если вы много, допустим, есть такое, что прозрачные цвета, есть густые, да, если в густой цвет добавить прозрачность, то цвет будет смешиваться, и вот этот прозрачный цвет, который вы взяли, допустим, коричневый, да, коричневый Марс, он такой полупрозрачный краска, и в этот белило титановую именно добавили совсем чуть-чуть, то у вас белило, конечно, прокрасится, но не так сильно. То есть нужно смотреть, где-то больше красок добавляем, где-то меньше. Вот нужно вам почувствовать это. Вот. Ну, конечно, желательно не копировать полностью картину, а менять по-своему. Смело можете передвигать детали, можно сопки придвигать, да, можно еще подрисовать что-то, велосипедиста можно, да, или лошадку нарисовать. Я использую несколько кистей, потому что когда мы пишем, и бывает, что срочные картины пишем, тогда нам нужно побыстрее, то есть у нас нет времени кисти мыть, и получается мы быстренько меняем кисти на новые, на чистые. Тогда мы экономим время. Но потом надо кисти обязательно помыть. Так, немножко еще красок. Ребята, если есть вопросы, именно вы вопросы, задавайте, пожалуйста. Сейчас покажу примерно, как у меня картина получается. Можете посмотреть. Тут очень тень падает, и не видно хорошо. Здорово, примерно... вообще красиво, красота. Спасибо. Это у нас этап подмалевка, ребята. Да, красота. Вообще, Очень как так красиво. можно рисовать? Спасибо большое. Ребята, если у вас картина
ну, когда отходите, видите, что тональности не хватает, не бойтесь затемнять. Лучше положить эти темноты и потом исправлять. Легче всего так. Вот. Можно поблизости посмотреть. Это просто грубые мазочки, видите? Ребята, я уверена, что у вас получится. Не бойтесь вот этих грубых переходов. Их всегда можно смягчить. Смягчается чистой кистью мягкой или касаясь делать переходы. Но после каждого движения, после каждого вот касания к холсту, краскам, надо кисть каждый раз вытирать тряпочкой. Вдали у вас картина должна быть очень объемной, да? Уже если у вас каждый раз, вот не бойтесь, каждый раз ложим краски, если у вас там сильная грязница, если хотите чистые такие зеленовато-желтые оттенки положить, берете тряпки и вытираете по литру. И там освобождаете место для чистого оттенка. Потому что на моей палитре очень много грязи. У вас то же самое должно быть. Но вот эти грязные цвета очень хорошо ложить тоже. Вот. Но здесь у меня именно цвет неправильно падает, и картина сильно темная, да? Где-то нужно немножко высветлить, да? Чуть-чуть воздушная перспектива пропадает, если посмотреть, да? Но если мы немножко еще свет таких синевато-голубых добавим вдаль, да? Воздушная перспектива обратно вернется. Поэтому не боимся. Мазочки у нас могут в разные стороны смотреть. Конечно, деревья, ребята, ближние деревья, нужно кисть, какие-то вот такие мазочки можно сделать, да, какое-то движение сделать. Дальние можно пятнами стоячими накидать. И, ребята, еще не забываем, что у нас есть форма, да, то есть картина, вообще картину надо писать приглашающую. Вот эта картина называется приглашающая. То есть идет дорога вдаль, то есть нас приглашает в этот лес замечательный. И так что хотела сказать, очень важно. Вот забыла. Но если вспомню, обязательно скажу. Вот. То есть, нет, вспомнила. Вот. У вас форма должна быть, да? Старайтесь все по форме делать. Если вот эти холмы, они как-то закруглены или как-то вниз спадают, да, можно мазочки вот такими сделать, да. Или, конечно, всю картину можно и стоячими мазочками сделать. То есть тоже смотрите, траву можно тоже в разные стороны сделать. Тогда у вас, когда будет краска ложиться, уже будет похоже на траву. Конечно, писать маслом именно не кистями, а мастихином намного легче, да, но нужно обязательно и научиться кистью писать картины. Можем сделать чуть-чуть перерыв, да, ребята? Сейчас посмотрю. Время, да? Кто подмалевок закончил, ребята, можете отдохнуть, потому что глаза устают. Мы будем... Сейчас я вот это докончу, и мы продолжим делать уточнение, детализацию, да. Конечно, у нас будет немного сложнее, потому что у нас картина очень такая мокрая, да, получается. И именно по мокрой картине писать именно льняным или каким-нибудь другим маслом очень сложно, потому что у нас нет разбавителя. Кто устал, можете увидеть, как детализируется на следующем, ну, не на следующем уроке, а просто запись посмотрите на YouTube, да, подписаться «Лон ходу причин». Там все записи уходят, все записи мастер-классов. Можете предыдущие уроки наши посмотреть. Также можете на следующий день, когда у вас краска встанет в холст, да, и на следующий день уже детализацию делать. Тогда у вас намного легче будет, то есть меньше будет краска смешиваться. Вот. А кто хочет, оставайтесь,
сделаем перерыв и продолжим делать детоксикацию. И минуточку внимания, да? То, что если у вас кисточки грязные, и детоксикацию делать немножко сложнее будет, поэтому можете пойти кисти помыть, да? Берете обычное хозяйственное мыло, чуть-чуть, вот здесь мыло у нас, да? Взяли мыло, вот так сделали, не вот так делаем, а то распушится, да, со всех сторон. И получается вот так делаем в стороны, да, или немножко вот так по часовой стрелке. Берем ладонь и по часовой стрелке крутим нашу кисть. И немножко втаскиваем с ногтями, но сильно придавливать не нужно. Включаем струю воды и убираем краску лишнюю. И каждый раз так делаем. И до тех пор, пока краска будет, то есть вода, вода будет чистой, да? То есть краска у нас уже на кисточке не будет. Потом берем тряпочку и просто вот так вытираем, лишнюю воду убираем, и все, кисточка готова. Или можно просто в разбавитель. Тоже так же. Разбавителем, конечно, легче мыть. Но разбавитель у нас, ребята, очень сильно пахнет. Поэтому я не использую. И вам, конечно, на природе, на свежем воздухе очень хорошо использовать. А дома, когда мы не можем зимой окна открывать, то лучше не использовать.
Так, продолжаем. Сейчас будем примерно, кто закончил, будем сейчас уточнять. Я сейчас вот эти оставшиеся места заполню красками быстренько. Так. Мгм. Чтобы сделать ярко-зеленый цвет, я беру этот желтый. У вас может быть желательно, конечно, если хотите очень ярко-зеленый сделать, можете в лимонный цвет добавить светло-зеленый и получить такой ярко-ярко-зеленый. Но это не кислотный. Если лимонный у вас будет, конечно, будет очень ярко-зеленый. Тоже можете поэкспериментировать, но, конечно, все именно ложить такой цвет не нужно. Этот у нас желтый цвет, полупрозрачный, и с зеленым тоже немножко такая покровная, не будет как белила титановые, то есть сильно пастозно не ложится, поэтому будет намного сложнее. Но каждый раз берете краску, потому что после каждого вашего касания у вас кисть грязнится. Грязь можно в тряпочку втирать, и каждый раз новую краску берете. Тоже тоненько. Конечно, кисть у вас лучше пускай тонкая будет, потому что если вы траву рисуете, вам тяжелее будет толстой кистью прорисовывать. Можно, конечно, траву и такой кистью, только ребром держать. Если вы ребром держите, у вас немножко толстые такие зеленая трава, именно немножко толстоватым будет. Но если вы касаетесь несколько раз, у вас смешивается с холстом, да, и получается такое, что и тонкие линии получаются, да, и толстые. Если совсем краска не ложится, можно немножко белила добавить и сделать немножко густоту. Тоже добавить разные, немножко поярче сделать. Ну, конечно, трава, вот где-то немножко я добавила белесую траву, да, тоже присутствует. Это у меня ребром пишу. Тоже, где увидели такой цвет, набросали. Или можете закругленной кистью тоненькие линии сделать. Но уже кисть держим так. И снизу вверх, да. Вот такие линии делаем. Это у нас будет трава. Тоже старайтесь одним цветом не прорисовывать все. Нужно добавлять туда охру золотистую, либо умбрушеную, да. Все время либо немножко с красненькой добавить. То есть у нас трава будет не только зеленым, да, но будет рефлекс идти, да, и будет где-то немножко коричневее, где-то немножко голубее будет, где-то немножко сиреневее. То есть в один цвет мы не красим. Видите, если вниз вот так делать, толсто получается, да? Если сверху делать, можно аккуратно тонкие линии сделать.
Но траву только вблизи можем так делать, потому что у нас даль, именно мы должны показать мутно, а то, что впереди, можем уже делать фокус, да. Вот тоже наши лепесточки я беру. Я взяла много желтого, да, но в кисточке немножко есть зеленый цвет. Из-за этого у меня цвет меняется, не желтый становится, а такой ярко-светло-зеленый. Я беру эту краску немного гуще, потому что когда у нас краска, видите, я коснулась, и краска опять в грязь ушла. Поэтому убираю грязную краску и заново беру новую чистую. И здесь густо цвет добавляю. Получается теневая, и там вот эти края очень светлые. Если сильно не густо, то добавляйте чуть-чуть белого. И края деревьев мы осветляем. Каждый раз у нас кисть грязнится. Вот. Где-то еще тут у меня одно деревце пропало. Получилось так, что здесь все немножко по-другому, да? Там где-то еще просвечивается, да? Цвет. Значит, тут надо немножко посветлее сделать. Больше желтого добавить. Там у нас виднеется, да? Мгм. Так. Сразу заметили где-то светло-зеленый, туда набросали. Если у вас в кисточке уже есть краска, где увидели, сразу туда ложите. Опытные художники могут писать картину как угодно, могут нарушать. Если вы новичок, то желательно придерживаться того, что нужно от темного идти к светлому, избавиться. Ну, тут у нас до подмалевка нужно обязательно в другой цвет закрасить ваш холст. Это нужно немножко пораньше сделать. Либо просто разбавителем, охристым цветом закрасить фон, тогда вам легче будет, то есть белый холст вам не будет к вашим глазам мешать, вам легче очень будет наносить цвета, что вы будете именно цвет видеть. Здесь вот тоже добавляем в кусты цвет. Опять же, видите, кисть грязнится очень сильно. И начинаем тоже
где-то немножко, не только желтый тут, ребята. Опять же, берете белый цвет, немножко зеленый добавляете, немножко вот такие цвета еще добавляете. Где-то еще надо добавить обязательно голубой цвет, синий, да, светлый ультрамариновый. Потому что, видите, сильно желтит. У нас там много оттенков. Есть голубые, да? Вот тут уже более зеленые кубистые, тут уже желтых нет таких, да? Ага. Можно вот такие стоячие мазочки вдали сделать и указать, что здесь у нас трава растет. То, что вот в этой области сильно траву не прорисовываем. Можно, конечно, именно где-то очень близко. А можно просто простой кистью быстро пройтись. В этой области можно траву чуть-чуть поднять. Если у вас картина сильно желтит и становится осенью, то опять же возвращаемся к зеленым. То есть все время какие-то цвета добавляем. Но, ребята, в один цвет не забывайте. То есть в один цвет не красим. Нужно разные оттенки добавлять. Тем больше разных оттенков будет, тем интереснее ваша будет картина. Где-то немножко темнее зеленый, да, присутствует. Здесь мы не то что уточняем, мы исправляем. Опять же, да? Вот. Где-то еще здесь будет немножко зеленее. Вот все время смотрю, где-то у меня уже сильно желтит, да? Значит, мне надо немножко добавить зелененького. Где-то голубизны, серовизны. Когда вы под лампами написали картину, а на утро вы проснулись, и ваша картина немножко другого цвета. Не удивляйтесь, потому что у кого дома желтый цвет, днем совсем будет желтеть. То есть под лампой желтого цвета старайтесь тоже холодных оттенков побольше добавить, чтобы ваша картина не ушла именно сильно в теплый цвет. Потому что мы не замечаем. Да? У меня тоже лампа сейчас белая стоит, но она все равно желтеет. Вот, оттенок желтого есть. То тоже надо пора менять. Ну, конечно, лучше больше, где-то 6000 кельвинов, но таких ламп в Фосмаркете не было. Но очень хорошо подходит именно осветительные приборы, именно подходят для профессиональных. Да? Можно, конечно, несколько ламп ртутных купить. Все равно любая холодная лампа, она постепенно будет теплой, да? Вот. Поэтому тоже менять надо вовремя. Старайтесь писать картины в дневное время. Ну, конечно, хочется, у нас солнца нет, поэтому все равно под лампами пишутся картины. То если вам нравится писать картины маслом, обязательно можете обычную лампу купить, LED-лампу, которая не газосберегающая, и под этой лампой писать. Так. Здесь где-то вдали, да, немножко зеленит. Попробуйте разный зеленый цвет сделать.
Добавляйте голубой, синий, да? Кобальтовый зеленый, такой более холодный, кажется. То есть в картине, вот, зеленый, например, говорят, спорят художники, что это относится к холодному, да, а кто-то говорит, что это к теплому относится. Это раньше так спорили и пришли к выводу, что зеленый цвет это и холодный, и теплый. То есть есть и холодные, и теплые оттенки. Также лимонный, он более такой, тоже может и к холодному относиться, и к теплому. Да? Просто желтый, светлый, это уже теплый, чисто теплый оттенок. Здесь очень насыщенные трава. Так. Дальние деревья немножко нужно зеленый притушить. Чем дальше, тем светлости немножко будут мутными, да, не такими ярко-желтыми. Немножко можно где-то с краю добавить. Здесь уже у вас идет потоньше кисть, потому что толстой кистью очень сложно делать тонкие линии, но возможно. Вот здесь уже отмечаем наши деревья. Просто здесь свет у нас идет, туда немножко верхние части можете немножко светлее. Или можно допустим, если сверху светлое положилось, то снизу можно просто темным закрасить. Ну, положить цвета. Конечно, эту картину, если вы сегодня не закончили, или посчитали, что уже закончили, и на утро посмотрели на картину, и вас что-то не устраивает. Бывает такое, что картину можно написать, писать, то есть несколько дней. То есть если даже ваша картина высохнет, можно тоже продолжать все время что-то менять. А еще когда мы пишем картины, то можем просто долго писать, и можем просто картину испортить. Поэтому вовремя тоже нужно останавливаться. Если какой-то мазочек вам нравится, оставляйте. Если не нравится, можно менять.
Если вы картину закончили, пожалуйста, отправьте в директ, в Инстаграм Аланхон, нижняя черточка, добрый почин. Участвуйте, ребята, в конкурсах, и в этом будет выставка. Можете свои не только работать с мастер-классов, да, можете еще написать другую картину и отправьте, пожалуйста. И сегодняшнюю картину, если вы сегодня закончите, тоже отправьте. Очень ждем ваших работ. Подписывайте, пожалуйста. Или можете анонимно отправить. Все ваши работы тоже будут в Инстаграме обязательно опубликованы. И старайтесь фотографии не делать, да? Каждый художник видит сам. Каждый художник, то есть получается человек, у меня, допустим, один глаз видит более, по-другому, чем второй глаз, да? У некоторых людей может быть, то есть цвета по-разному видите, то есть у меня тоже цвета по-разному глаза видят, да? Вот, один как-то сероватый видит, такой оттенок есть холодный, да, другой ярко видит. Ну, у всех тоже по-разному глаза видят, оказывается. Некоторые люди не видят вообще каких-то оттенков. Тоже такое бывает. Это норма, поэтому... И даже вот дерево, если у вас не получается дерево, то, я думаю, несколько раз попробуйте, у вас обязательно получится. А бывает, художники специально именно как-то смешанный стиль делают. И это может даже быть не похоже на дерево. Тоже сами должны найти себя обязательно, пробовать. Вот. Вот. Слушайте себя, главное. Ну, конечно, хорошо, когда вот рядом может семья, конечно, давать замечания, там, комментировать. Тоже прислушались, если что-то может, есть очень хороший и нужный совет, кто-то может посоветовать, да? Потому что критику тоже надо воспринимать и слушать. Ну и, конечно, у вас свое мнение есть. Вот. Что-то услышали, что-то мимо ушей, да? Потому что бывает, что некоторые... Ко мне приходили ученики, и многие говорили, что родители запрещали рисовать, потому что ты никогда не нарисуешь, ты не сможешь, все время так негатив говорили. Вот. И получилось то, что они очень хотели когда-то попробовать рисовать, но забросили. И потом уже в взрослом возрасте, да, они приходят и вот рассказывают то, что им запрещали, и что у них ничего не получится, типа, даже не пробуя нас учить, говорят. Но они все-таки хотят и пришли ко мне. Вот. И потом у них получается, большинство получалось, вот. И они, попробовав, даже дома несколько картин написали. И говорят, что то, что не сможешь, на самом деле каждый может. Главное в себя верить и пробовать. Даже если не получилось, значит, надо дальше рисовать, и у вас обязательно получится. И раньше тоже трудно было найти краски, да? Кто далеко живет, именно не было масляных красок, да? Вот. А сейчас можно все заказывать в интернете. Даже некоторые на Алиэкспресс заказывают, оказывается, краски масляные. Тоже говорят, очень хорошие краски.
Я еще не пробовала на Алиэкспрессе краски заказывать. Но вот кисточки это все с Алиэкспресса. Там очень дешевые кисти, получается, наборы разные есть, да, и качество тоже хорошее. Но бывает, конечно, они могут спадать, и нужно заново клеить, такое тоже есть. Ну, таких нареканий такого нет, что плохие кисти. Бывает, что у них немножко мягкие бывают и очень такие твердые. Под щетину тоже надо несколько наборов купить и все испробовать. Только тогда поймете, подходит ли вам эта кисть. И бывают такие наборы, 50 таких кистей, очень дешево стоит. Именно одного размера. Такие кисти можно резать, можно придать форму. Бывают такие зигзаговые кисточки. Они очень хорошо прорисовывают волосы и траву. Тоже, если увидите такие кисти, берите. Но, конечно, со временем кисть начинает толстеть. Почему? Потому что если мы вовремя, желательно советуют кисть, вначале, если кисть купили, опустить немножко в масло и обратно поставить вот так. И так оставить на сутки. И тогда масло стекает вниз и не дает краске попасть вниз. То есть когда, вот, допустим, вот эта старая кисть, здесь, ой, давайте побольше. Вот, она, видите, как распушилась эта кисть. Здесь видно, что потрогать, и там прямо твердый камушек есть. Да? Этот твердый камушек появляется из-за того, что ваша краска подсыхает именно в этой области, она вниз идет и распушивает вашу кисть. Видите, она очень пушистая стала. Поэтому старайтесь туда лучше вначале масло опустить и вытащить и поставить на сутки, чтобы там подсохло, да? Там уже не будет туда скапливаться краска, будет легче мыть. Вот. То есть кисть вообще, вот допустим, вот нормальная, да, кисть необъемная. Конечно, вот эта кисть, она все равно пышная была, но видно, что тут камешек, да, камень. Из-за этого она опять же распушилась. Ну, вот такими, можно даже такими кистями их не выбрасывать, а можно просто макать и какие-то другие такие точечные рисунки делать. Можно также кисти самим вырезать, форму делать. А также есть всякие верные кисти. Вот. Кисть белка не подойдет для масляной живописи. Можете щетину брать, ребята. Но щетина подходит именно для подмалевка, для пастозной живописи, когда у вас очень много красок тратится, очень густо. Но бывает вот эта синтетика под щетину, да, вот эта синтетика, она под щетину, она более такая грубая, ну, такая, как сказать, ну, вроде сгибается, но держит форму. Тем вот эти кисти, они тоже синтетика, они более мягкие. Ребята, если есть вопросы, спрашивайте. Кисть можно писать сплошня, когда вот у вас плоско ложится, а можно и ребром писать. Кисть можно по-разному держать. Да, ой. Здесь получается дорога у нас более такая светлая самая часть, да? Там можно использовать неаполитанскую розовую с белилами, с желтым, да, такой солнечный свет добавить. Можно просто белый немножко добавить, краснинку желтого, да, 300 оттенков.
Все это белил, конечно, будет больше. Попробуйте смешать и получить такой цвет песочный. Тоже не забываем, что не полностью, где-то есть немножко и розовинка. Вот. Сейчас. Вообще неаполитанский розовый, очень хороший цвет. Можно самим получить он похожий цвет, да? Тоже желтый, розовый, плюс титановые. Или неаполитанский желтый вы можете взять. Вот, это неаполитанская розовая. А это желтый, оказывается. Так, можно красный взять. Или в охру можете белый добавить, да? Тоже смотрите, где-то если розовик, добавляем красный. Зеленый у нас немножко холодный уже. Если у вас кобальтового зеленого нету, берете кобальтовый синий, чтобы сделать более холодный зеленый. Так, цвет у нас умбра есть. Чтобы его сделать, нам нужно, вот, допустим, взяли нашу тоненькую кисть. Если, ребята, у вас тоненькой кисти нету, можете попробовать ребром написать, либо мастихином убрать лишнюю краску. Вот, допустим, вот так убираете, у вас появляется цвет холста. Либо можете, конечно, белку тонкую взять, ну, конечно, это нежелательно, не подходит, да? Так, здесь у нас ствол дерева, то есть будет более сиреневый, да, немножко. Так, краплака у нас хватает, да? Так, сюда мы добавим краплак красный. Вот такой у меня темно-фиолетовый, какой-то темно-сиреневый получился. Можно опять же сюда чуть-чуть коричневого, синего добавить. Вот такой цвет. Это у нас ствол дерева будет. Держать кисть нужно вот так. Тоже смотрите густоту красок, да? И проводим линию. Когда мы сильно нажимаем, у нас толще становится. Когда мы отпускаем или касаемся, у нас, конечно, тоньше будет, да? Или касаемся и проводим вверх линии наши.
И пальцами можно немножко подредактировать. Убрать лишнюю краску. Да, вот теперь можно уже осветлять, где у нас свет падает. Еще кисти можно, если вам нужно быстро помыть кисти, можете окунуть в масло и протирать тряпочкой. Тогда у вас кисть немножко уже почище будет. Так, я немножко делаю свет. Туда добавляю желтый, белила. И добавляю немножко красного. Это у нас будет именно свет. Ну, такой более телесный оттенок получился. И руку держим вот так, либо вот так держим. Кулак, руки сюда, либо вот так, чтобы наша рука не двигалась. И просто проводим вот эти линии, чтобы было аккуратно. Либо можно пальцем просто вот так где-то по картине держать, ну, конечно, замораетесь, да? Или можно сюда на мольберт поставить руки и провести тоненькую линию или касаясь. Видите, не толсто получилось. Так, чуть позже можно исправить. Да, здесь даже не розовый, немножко сиреневый. Там можно сразу светло-сиреневый сделать. Видите, очень сложно тонкие линии сделать, потому что у нас холст очень маленького размера. И получается у нас кисточка, даже если у вас нулевка, у меня не нулевка, у меня даже больше, да, у вас нулевка тоже, 3 нуля тоже, когда краску набираете, кисть все равно толще становится. Поэтому, когда пишете картины, формат, такой формат у нас, да, скорее 25 на 35, это больше А4 размера у меня. Ну, старайтесь больше брать А3, там больше 40 на 50, 50 на 60, и вам будет намного легче. Легче писать большие картины и большими кистями, потому что если вы совсем тоненькие кисти берете и берете маленький холст, то у вас все равно будет очень сложно рисовать. Даже бывает, что портреты совсем маленькие заказывают, формата А4, и на фотографии человек где-то по центру, его лица совсем не видно. То есть, получается, видно, но очень сложно кистью нарисовать и схожесть, потому что очень кисть у нас не может быть сильно тонкой, да. Бывает, что лицо очень маленькое, и там где-то пытаешься, мимо попадаешь. Вот. Поэтому портреты, все такое нужно именно большой холст выбирать. Мне многие художники тоже советовали: никогда не берись за маленькие картины. Ну, конечно, маленькие картины тоже можно писать, даже это тоже с другой стороны будет большой опыт. Я видела работы художников, именно такие маленькие этюды. Совсем. И такие четкие фотографичные работы. Я не помню уже, какой художник был. Вот. И он очень четко лупой рисовал, оказывается. И совсем, не знаю, 3 нуля, не знаю. Все равно очень тонкая ювелирная работа. Очень сложно. Даже когда мы наносим наши линии, я всегда вот задерживаю дыхание, потому что боюсь не туда положить краску.
Мгм. Где-то можете еще добавить светлого, тоже местами где-то розовеет, белеет. Ну, чисто белым мы не используем. Видите, у нас все равно краска смешивается. Примерно так. Мгм. Сейчас я буду делать дорогу. Белила я добавлю красненького. Чуть-чуть добавила, посмотрела, видите, чуть-чуть слегка. Прям такой сильная розовинка идет. Слегка желтого добавила. Такой телесный цвет получился. Видно, не хватает белого, потому что мне хочется больше солнечного цвета сделать. Когда я добавляю больше белил и совсем мало этого красного и желтого. Вот такой песочный цвет у меня получается. Видите, опять уходит в грязь. Опять я новую краску беру. И у нас уже, видите, густота больше получается. То есть белила титановый у нас. У кого-то бывает, не помню, у нас к нам ходили на мастер-класс и говорили, что в наборе нет белил титановых. Я не помню уже, это какая фирма была. Но реально там не было белил титановых. Была белила цинковая. Это краска, ну, для иллюстрировочных работ, да, подходит для портретов, да, именно для полупрозрачных. Бывает, что картины несколько сеансов пишут, и получается, что когда несколько сеансов пишешь, уже можно иллюстрировочно работать, да, это такие тонкие слои, может, конечно, очень много прозрачных красок есть, конечно, вы их тоже используете, вот. Видите, я ложу краски густо, да? Чем ближе, тем гуще можно положить. Даже немножко фактурнее получилось, да? А вот дальние у меня не получится. Толстой кистью прорисовывать. То есть написать. Тоже надо кисть чуть-чуть почистить. На 3 часа, на самом деле, за 3 часа картину пишут начинающие художники. Нужно, как мы поняли, что нужно обязательно избавиться от холста. То есть вначале лучше акрилом полностью пройтись охристыми, там, сиено-желтыми или охристыми золотистыми цветами, быстренько закрасить наш холст. И потом уже акрил быстро сохнет, поэтому можно приступить уже масляными красками, да, на подсохшие уже избавленном, ну, нет уже белого цвета, уже можно начинать наш подмалевок, да. То есть подмалевок это у нас то есть нахождение оттенка цвета, да, объема, тональности. Тон это у нас тень. Вообще тон переводится как тень. Полутон, полутень. Да? То есть получается у нас картина должна быть с полутоном, да, то есть от цвета идет полутон, потом тень идет, да, а потом уже у нас идет рефлекс. Рефлекс это тоже отражение цветов. И, конечно, можно добавить блики. То есть, если мы посуду какую-то рисуем, у нас начинается от лампы идет блик, там можно именно тоже 3 цвета смешать,
Конечно, если вы просто белый положите, но как бы этот цвет, плоский цвет белый, да, то есть не будет светиться, как-то объема не будет, поэтому старайтесь добавлять желтый, там, розовый, и получите такой цвет. Вот. Конечно, белым тоже делают. Поэкспериментируйте обязательно. Старайтесь дорогу делать не вот так просто, да, а вот местами вот так, чтобы неровная дорога была. Где-то светлит, где-то темнеет. Тоже смешивается краски. И глаза еще устают. Старайтесь, если устали, заканчивайте. Потому что я заметила, что у людей глаза очень устают, потому что постоянно мы в телефонах сидим, да, а потом что хотим написать картину, и возможно, что уже глаз какой-то цвет не видит. Лучше тогда не писать. Лучше отдохнуть и на следующий день начать. Видите, здесь очень много оттенков, цветов, да. Можно еще тоже надо так, не отсвечивать, ничего не видно. Вот так. Конечно, вот здесь много чего не законченного. Еще надо вот дальний фон прорабатывать. Тут можно немножко умбру добавить. Сделать такой сероватый цвет. Ребята, есть вопросы? Пожалуйста, задавайте. Не стесняемся. Можете добавить сюда велосипедиста, девушку, да, в национальной одежде. Можете лошадь нарисовать, написать, вот идущую лошадь, или человек несет на руках воду, либо держит ведра. Тоже очень интересно. Может, собачку, и человек куда-то идет. Можно где-то там отметить пятном человека и собачку. Просто сделать точку сверху на голову и линию вниз. Или как-то как платье добавить. Вот. Или можно где-то здесь машину или повозку сделать. Тоже фантазируйте. А можно, да, спросить? И вот я никак не могу понять, это что? Какой цвет это караплак? По-русски караплак. Караплак это у нас красный. Это у нас темно, ну, как бордовый цвет. Караплак красный. Хорошо, ясно, спасибо. Ага. Есть краплак розовый, есть краплак красный, он более бордовый, подходит для сиреневых оттенков, для теней снега,
для неба можно использовать, для облаков. Ну, конечно, чистый свет, он очень такой яркий, цвет очень съедает остальные краски, поэтому хорошо использовать много белил, добавлять и совсем чуточку маленького краплака красного, да, добавить и синего, вот. Тогда у вас как бы где-то больше, где-то меньше добавляете. И тоже смешиваете и смотрите, если сильно где-то краснеет или такой грязный цвет получается, вот именно бордовый такой темненький, да, тогда еще белила добавляете. Если, если вы синий у вас совсем мало добавили, конечно, то нужно добавлять опять снова заново. И так каждый раз можете делать переходы, да, градиент, то есть получается посмотреть, где-то еще больше, допустим, здесь красный добавили белила, да, и смешали, чуть-чуть еще добавили, насколько темнее, вот насколько смешивается краски, можно попробовать вот эту колористику сделать отдельно на палитре смешав, вот. А умбра это у нас коричневый цвет, да? Умбра жженая. Есть сиена жженая, это тоже более такой красный цвет, сиена жженая. И красный английская очень похожа на сиену жженую, да? То есть вот эти цвета очень хорошие, их надо использовать. Охра золотистая, это более такая на сиену натуральную похожа. Это какие-то такие тусклые, ну как сказать, то ли коричневый, то ли желтый, ну между цвет. Вот. Краплак. Еще есть такой зеленый тоже отличается. Кобальт есть. Кобальт зеленый, он более холодный, да? Тоже подходит для теней, для дали, да? Есть еще индиго. Индиго цвет это черный с синим, немножко синюшным отдает. Вот здесь я добавила. И есть такой, как синий, просто ультрамарин, это цвет неба с белильцем. Есть так, еще какой-то синий, кобальт синий есть, да, кобальт синий. Так, нет, я запуталась уже. Так, ну кобальт синий, он такой цвет, яркий синий, не как ультрамарин, да. Допустим, у вас ультрамарин, он более такой цвет небесный, а кобальтовый он такой ярко-синий будет. И всякие другие синие и голубые, циан, там, не знаю, териллиум голубой, да, тоже очень много цветов, оттенков, все это, конечно, вы знаете, если вы купите фирму мастер-класс, не Сонет, потому что Сонет именно для новичков делает краски, они более такие разбавленные, ну, не все, конечно. Смотря от краски, еще мастер-класс, это вообще это одна линейка, одна фирма. И получается, что мастер-класс просто ориентирован на профессионалов. Там больше оттенков, очень много. Сразу надавил и сразу нашел цвет, там много цветов не смешишь. А вот именно Сонет хорош тем, что нужно смешивать краски и получать. То есть очень сложно в начале для новичков смешивать краски, да, но потом они постепенно учатся. И ладога тоже более так, как бы, ну, тоже в ладоге много цветов есть, но так как на мастер-классе нету, конечно. Я всегда вот и сонет беру, да, бывает на мастер-классах, или беру там Малевич. Да? Ну, Малевич мне как бы, если честно сказать, Малевич сильно жидкий бывает иногда, чем сонет. Поэтому, ребята, лучше, мне кажется, идеально ладога и мастер-класс, потому что у ладоги густота хорошая, это белила хорошая.
у сонета белила более такие разбавленные тут. Есть гамма фирма красок, да. Гамма, я вот тоже неплохие краски сказала бы для новичков. Но кто-то мне сказал, что гамма белила не желтеет, да. Но я не помню. У меня гамма какая-то была. Не знаю, не использовала почти. Если даже у меня картины есть, не помню, очень старые картины, у меня тоже есть масло написанные. Но я заметила, что там белила у меня не пожелтели, хотя я лаком покрывала домарным. Все-таки качество краски есть, считаю. Потому что у меня ученица приходила 80 плюс лет, и у нее она 30-25 лет назад рисовала, и эти картины такие же яркие. Это тоже был мастер-класс. Невская палитра фирма, точно это 20 лет назад, ну, она российские наши сказала. Конечно, есть французские краски, итальянские, они очень хорошие, они более ярче, чем вот эти сонетовские, да. И мастер-класс даже ярче говорят, мастер-классы, вот такие всякие маэстро краски, они очень дорогие и очень густые. Вот, тоже попробуйте. Я не знаю сейчас цены, говорят, краски очень подорожали. Если у вас, ребята, акрил дома, акриловыми красками пишите картины, потому что акриловая краска у вас испортится. За год может испортиться, то есть долго не хранится акрил. А вот масляные краски, у них тоже срок есть. Бывает уценка на краски, которые уходят уже. Ну, конечно, такие лучше не брать, потому что получается, такие краски, они как бы отходят от масла, и при нанесении тоже уже вы не почувствуете, да? Вот, допустим, если то же самое, если вы сейчас пишете на картоне грунтованном, тоже есть минусы большие. То, что когда вы пишете по холсту, у вас кисть очень интересно скользит, да? Ну, конечно, заметите разницу. Те, кто написал картину на грунтованном картоне, обязательно попробуйте на холсте написать картину. Будет разница, почувствуете. А вы сейчас какой краской рисуете? Сейчас у меня масло. Сейчас, да, извините, так, у меня ладога. Вот очень такая грязная краска, вся рабочая. Тут ладога написано. Есть мастер-класс, вот сонет есть. Это вся Невская палитра. И есть один неаполитанская желтая Малевич. Вот сонет. Они... Ой, мамочки. Да. Здесь 46 миллилитров, по-моему, в этом тюбике. Это такие средние тюбики. А бывает еще большие тюбики. Вот здесь у меня тоже ладога. Вот белила титановый. Вот такой большой тюбик есть. Очень хорошо. Вот когда белила, я очень много пользуюсь. Вот здесь даже нарисовано закрашенный квадратик, это означает, что кроющий слой очень плотный, да? И когда у вас там 3 звездочки стоят, это означает, что седостойкость очень хорошая, то есть не будет жухнуть долго, да, не будет таких желтизн, не будет, да? То есть это очень хорошая краска. А также у нас, да, у меня мастер-класс есть, но они более такие другие оттенки, совсем индиго, например, только мастер-класс делает. Ну, именно не в сонете их не найдете. Ну, не знаю, может сейчас делать, но, скорее всего, нет. То есть вот индийская, красная, вот эти разные яркие цвета можете в мастер-классе найти.
Просто сейчас в этой картине только Сонет, Малевич и Ладога идет. То есть несложные цвета. По ходу работы я поняла, что надо покупать больше светлых красок, потому что черный все съедает. Нет, Темный, как бы он уже другие поглощает светлые тона. нет, ребята, это не так. То есть, ну, это так, но нужно понять, что у нас картон или холст, да, это у нас тоже палитра. В кисточке тоже палитра, и на палитре палитра. То есть вы краску берете, у вас краска все время смешивается, да? То есть нужно светлый цвет, нужно густо ложить, чтобы он вообще лег туда, да. Сейчас у нас как бы для начинающих очень сложно, потому что у нас темные краски, они очень такие, ну, не полукроющие, потому что они тонкие, они быстрее высыхают, темные краски, да. Если бы мы использовали разбавитель, у нас уже через 30 минут темная краска уже встала бы, да, и легче было бы уже наносить светлые тона. Для чего я это без разбавителя вас сегодня показала, да? Это нужно обязательно почувствовать, да? В следующем уроке, может, будем разбавитель использовать, но, конечно, нежелательно 3 часа дышать. Вот. Много аллергиков, аллергия появляется. Вот. Конечно, разница в том, что сложно чисто на масле писать. Но грязными цветами, ребята, тоже пишем и чистыми. То есть смешиваем все. Если у вас кисточка становится грязной, обязательно берем тряпочку и вытираем, да? Или можете рядышком ведерочку с водой и мыло держать, и там сразу промывать кисть. Либо просто чуть-чуть масла взять и опять вытереть, и масло взять, опять вытереть. Вот. Тогда у вас кисть более чистая будет. И каждый раз, когда вы касаетесь к темным цветам, ваша кисть становится грязной. Все время масло, все время смешивается и в грязь ходит. Поэтому, конечно, чистые цвета нужно гуще ложить, именно когда без разбавителя пользуетесь. Алиф, я уже Да? отправила свою работу. Хорошо. Нет, это я, Обязательно. может, завтра докончу, может быть, что-то. Ага, деревья у меня какие-то не такие, как ваши. Вы свои тоже выкладывайте, пожалуйста, чтобы мы смотрели. Хорошо. Обязательно. Спасибо за Сегодня мастер-класс. Было очень спасибо. интересно, очень хорошо. Спасибо. Много. Очень приятно. Я впервые это рисую, пробую, вернее, впервые масло. Ух ты. Как, значит, вам нужно закончить картину завтра. Сегодня тоже отправили, завтра тоже Да, завтра. заканчиваете. Да. И Вот у меня отправляете. дорога не получилась никак. Никак не могу найти вот эту такую краску. Вот да, вот такой Ага. цвет. Песочный Да, цвет. да, никак. Вы как это здесь сделали? Еще раз повторите, пожалуйста. Ага. Спасибо за вопрос. Песочный цвет делаем так. Берем белила титановые, туда немножко желтый, много белил титановых, и туда добавляем желтый чуть-чуть, либо охру золотистую, если она у вас есть, и по чуть-чуть смешиваем, немножко краснинку добавляем, да. Угу. Конечно, можно, если хотите немножко приглушенный такой, можно немножко умбру добавить, но попробуйте на чистой палитре, где нет грязи, попробуйте туда белила положить, потом желтый, красный, смешать, и вы розовый получите. Потом можете тоже поэкспериментировать, где-то желтый больше, либо просто берете белила титановые, туда охру золотистую ложите, тоже смешиваете, смотрите, цвет какой получился. Если хотите темный, можете добавить умбру жженый, можете добавить умбру жженый с красной, да. Все это время у меня здесь одного цвета нет, у меня здесь очень много цветов,
Поэтому тоже старайтесь ложить. Конечно, если вы хотите именно солнечный цвет получить, то это у вас будет именно белила побольше, желтый и немножко красного. Вот этот цвет именно солнечный цвет называется. А Именно умбра это какой цвет будет? умбра жженая — это более коричневый цвет. Нет, умбра это по-русски как будет? По-русски не знаю, умбра будет. Покажите, Сейчас. пожалуйста, цвет на кисточке. Сейчас. Ага. Сейчас. Так, видно, да, ребята? Нет, не видно. А вот Так, видно. Видно. видно? Вот больше такой коричневатый, но он такой жженый, такой, как будто немножко краснит. Мгм. Он такой Спасибо. коричневый цвет. Мгм. У вас, по идее, в наборе должно быть. Если нету, можно просто в коричневый добавить красного, да? Тоже экспериментируйте, пожалуйста. Мгм. Спасибо. Пожалуйста. Мгм. Спасибо, было очень интересно и познавательно. И много открытий для меня. Это маслом. Я Ага. очень рада, что... Я очень рада. Спасибо вам. И обязательно на следующий урок приходите. Обязательно. Или в Zoom подключайтесь. Ага. Вы Скорее там это будет. Мгм. свою картину обязательно положите. Да, обязательно положу. Как закончу. Вот это у Мгм. нас мастихин, и может на следующем уроке будем мастихином делать. Мгм. Именно маслом. Это очень интересно. Вот такая рыбка называется. Вот такой И- мастихин. Раньше 150 рублей стоил, сейчас я точно не знаю, но может до 300 рублей быть, потому что цены выросли. И вот такую, если увидите, обязательно купите. Размер какой? Размер же есть, да? Нет, рыбка только одного размера бывает. Номер 61 раньше называли, но сейчас просто рыбка называют. Но не знаю, у нас санетовские делают. Вот эта фирма Санет. Я раньше видела в ТРК Туймата. Ну, можете лучше сразу звоните, спрашивайте, потому что бывают такие сразу закупаются. Вот, очень популярные Ой, стихи. я купила, в нашем магазине был Малевич только, и Ага. 2 написано. Да? Ага. Это у вас острый, наверное, да? Вот такой треугольник. Нет, не острый, такой, как у вас, как ваш, но только он не, он тупорылый немножко, но квадратный. Квадратный. Ну, конечно, таким тоже можно писать, можно еще треугольники брать. Ну, конечно, если нету, ребята, можно любой, по идее, только сильно острый не берите, бывает острыми кончиками, там можно очень сильно пораниться. А здесь у нас закругленный. Вот, чуть стоит, да? Костер, Шибайтик. Да, хорошо. Вот такие. Конечно, если нет, ребята, то можно, по идее, и как форму треугольник. И, дорогие участники, пожалуйста, отправьте ваши фотографии, ваших работ на WhatsApp. Сейчас в чате есть номер телефона. Отправьте, пожалуйста, туда. Конечно, вот эта работа, я скажу, незаконченная. Очень хорошая работа. Нам бы так рисовать. Спасибо. Можно так оставить, да. Но я, наверное, буду заканчивать еще. Вот задняя воздушная перспектива чуть-чуть пропадает. Их, вот здесь синего еще добавить, да? И небо такое какое-то у меня сплошное. Сейчас посмотрю вашу работу и Посмотрите, пожалуйста, сразу оцените. Вот я специально поэтому отправила. Сейчас посмотрю. Так. Так, сейчас это какой телефон? Деревья как цветочки у меня. Так. Про вековые традиции вы туда отправили? Это я вековые традиции отправила. Ух ты, какая молодец. Галина, у вас работа суперская, честно скажу. Да вы что? Да, наручи. Это голыми, ну, лахтя выйди.
мастерым хебекке курдуктареген жермен управлять. Чуть-чуть надо доработать эту работу. Старайтесь густо ложить. Густо ложить, и получается у вас немножко экономили краску, кажется, да, на дороге. Немножко Ну, я подсвечиваешь. никак не могла это найти, эту краску, и Мгм. поэтому так просто набросала. Немножко еще можете добавить. Вот у вас немножко дорога где-то сильно закругляется, тоже очень интересно. Можете чуть-чуть добавить таких фиолетовых оттенков, умбры, коричневый или синий-желтый. Это немножко в умбр красный добавляете, белый. Вот. И сверху, после того, как... Вот вы даже очень хорошо затемнили, просто вам надо свет добавить. Где? На дороге? Вот Да? на дороге добавить. Не полностью дорогу закрасить, а именно след от тех шин. Вот. Именно тут чуть-чуть добавите и местами добавьте, вот как-то неровную дорогу показываете. Вот очень интересно. И вот вы очень хорошо меня поняли, оказывается. У вас присутствуют и холодные, да, но немножко дальние горы очень... Нет, даже очень интересно. А меня можете посмотреть тоже. Я в зуме сижу. Ну, В как бы зуме показываю. сейчас. А насчет дерева хочу сказать. Дерево старайтесь вот кисточку вот так держать, ребята. Немножко вертикально, не вот так сильно. Ну, можно вот такие мазочки сделать, а потом немножко вот такие. Вот так как-то вот так все время держите. Но не бойтесь большие мазочки положить, потому что здесь тоже хорошо, интересно, только вот именно как-то вы вот так делали, кажется, да? А я это как медведь держу кисточку, не так, как вы. Нет, не бойтесь, попробуйте по-разному. Даже если закроете вот эти краски, ничего страшного, можно добавлять все время, да? Если краска вообще не ложится, берете тряпку и вытираете там, где убираете, и заново ложите. Да. Вот поэтому я и закончила, они не ложатся у меня. Вот здесь трава у вас очень вообще суперски получилась. Хорошо получилось, да, там? Да, доработать надо. И старайтесь вот так сильно в одну сторону. Вот хорошо, что вот так показали, да? И немножко отходите. Вот тут тоже местами не только синий добавляете, можно еще чуть-чуть другой зеленый, да? Травяной. Немножко травяного зеленого не хватает, но если у вас много синего, это тоже хорошо. Вот. У вас холст может просвечиваться, да, но у вас очень много просвечивается холста, можно чуть-чуть еще смело, даже если вот касаетесь других красок, у вас все равно там смешиваются хорошие переходы получаются. Попробуйте полностью избавиться от холста. Вот. А вот насчет неба скажу, что тоже немножко надо снизу, где вот горизонт посветлее, сделала, молодец, да, но переход у нас какой-то немножко грубый, да, можно еще кисточкой пройтись и смягчить, да, вот, очень интересная картина, молодец. Ну, Так, спасибо. Сейчас другую картинку посмотрю. Так. Скажите, пожалуйста, куда вы отправили вашу картинку? Я в зуме сижу. В зуме почему-то не показывает вашу работу. Да. Ну, вы пролистайте. Там именно так, сейчас. Вы именно показываете, да? Сейчас я что-то вижу. Пролистаете, там видно. Оксана, да? Ага. Молодец. Так, издалека. Горы вообще замечательно получились. Или это сопки, или деревья, да? Дальние. Воздушную перспективу показала, но не хватает такой вблизи ярких зеленых оттенков, да? И немножко вот
смешивается. Что-то такого не хватает на дальнем плане, больше таких синюшных оттенков, да. Вот Мгм. воздушные перспективы. То есть чем дальше мы в лес Алас смотрим, да, там Мгм. идет рефлекс, и получается такая воздушная перспектива. То есть, получается, нужно немножко более голубых оттенков добавить. Да, смело можете добавлять. Только все не закрашивайте в один цвет. Вот. А так, очень хорошо кусты получились, молодец. А, Можете взять побольше таких оттенков зеленых, да. У вас много травяного зеленого получилось, да. Немножко надо разбавить, немножко добавить такие цвета, как охра золотистая. Где-то у вас именно в этой области, ну, есть охра, я вижу, да, может, в Я очень телефоне. много слоев сделала, как бы присматривалась к краске и кисточкам. Ну, очень много тут. Сперва было светлое, Не- темное, светлое. Небо Вот. такое красивое, и там Небо горы супер, такие да. хорошие. Да, горы Да, такие это вообще хорошие. супер. А Идеально. можно, да, подольше посмотреть? Вот как вы здесь смотрите работы на зуме? А, Я просто листаю, там точки Ага. есть и показывает. У вас нету такого, да? Нет, а где точки? Внизу Просто точки вот есть. внизу точки есть, и просто вот так нажимаю, вот так Что тут точек нету? сдвигаю. Точек нет. Нету, да? М. Нажмите один раз по экрану и попробуйте пролистать. Налево. Вот это я пролистнула, или вы? Ага. Еще попробуйте пролистать. Там несколько, по-моему, страниц. Да, на третьей странице. Я вижу. А, вот это я вижу. Это не вы показали, это я сама, что ли? Это Да, люди показывают люди свои показывают. Как они работы, показывают, Оксана интересно? показывает. Просто они берут камеру и направляют к картине. Пролистать надо страницу. Галерея. И да, А, у галерея, вас, галерея, да, показываете, Оксана, да? А, ясно, спасибо. Ага, у хорошо. вас много черных оттенков. Ага, нужно немножко избавиться У кого? от темных вот сильно, Дорога хорошая получилась. да, Мгм. чуть-чуть. Ну, я Надо вот немножко вот, светлого к темному добавила. Ну, несколько раз вот делала. Темные, ага, темные, светлые. Мгм. Ну, для первого раза. молодец. Нет, очень хорошо. Для Хорошо первого же, раза все отлично. хорошо, хорошо. Да, Я на вас просто не немножко смотрела. добавить. Получается, это как интуитивная живопись или как называется? Очень хорошая Да, картина, мне кажется. начали Мгм. работу, молодец. Спасибо. Суаллах Аллах, Ну, на Укайлара деревья начали. очень хорошо получились. И И свет кусты, такой. да. Но немножко надо добавить синих оттенков, зеленых, светлых, да, и желтых. Немножко надо чуть-чуть где-то фиолетовый на Я вот заднем чистые плане. цвета брала, сильно не смешивала. Я как бы только учусь смешивать там. Мгм. Мгм. Спасибо Молодец. большое. Молодцы. Ребята, обязательно работу отправляйте. Вот пусть эта картина сохнет, и завтра или через день можете попробовать Оксана, плюс сверху еще попробовать. То есть палитру убирайте и новые чистые краски ложите, и уже на подсохшей картине будет очень легко исправлять. Просто сейчас, ребята, вы попробовали очень сложную технику, не используя разбавитель, поэтому вы вообще супер молодцы. И не каждый художник, даже самоучка, не знаю, не все используют чисто, ну, не пишут на чистом масле, поэтому это очень хорошо. И для первого раза это вообще супер. Вот. Так что пробуйте. Обязательно можете еще завтра увидеть ваши картины в дневном цвете, как выглядит. Вот. И можете исправить дальше. Ребята, опять же, воздушная перспектива у нас более холодная, да, а то, что вблизи у нас более теплая, да. Вот, можете это еще раз посмотреть, сделать картину, но когда будете наносить следующие слои, можете более прозрачно ложить, да, и легче будет
вытирать, потому что на подсохшей картине работать намного легче. Конечно, работа художника очень насыщенная, да, вот зеленый такой яркий, попробуйте найти, да, смешать. Здесь и веридоновая зеленая есть, и краплак, попробуйте из кобальтового синего зеленый сделать, да. Травяной зеленый тоже хороший, да, присутствует в траве, да, такой белесый, ну, есть и белесые, да, и малахитовые оттенки, есть фиолетовые, вот. Тем больше красок будете использовать, тем ваша картина будет интереснее, да. Вот даже вот здесь где-то розовинка лежит, где-то сиреневый лежит, где-то краснит, да, сено жженое, да, умбра есть. Вот. И вот немножко художник где-то на траве немножко голубизны добавляет, какие-то сиреневые, да, синеватые оттенки. Вот. И когда вы будете на траве именно вот эти держать какие-то краски, цвет неба добавлять, то у вас, конечно, будет все равно именно отражение, покажете рефлексы очень интересные. А то, что у вас деревья, вот очень такие густые, да, здесь тоже тени сильно черными не делаем, ребята. Тени где-то не черные, да, темно-зеленые. Можно, конечно, чуть-чуть черного добавить, но не сильно много. Можно индиго сделать, да. Еще есть, ребята, кобальтовый зеленый, холодный, да, тоже не забываем, добавляем. Вот, можете какие-то цветы добавить, разбавить, потому что очень много зеленого, да, хочется цветочки добавить. Можете в этой области можно белые цветы добавить. Белые цветы ложатся, ну, если у вас есть круглая кисть, если плоская, надо ребром делать, да. Взяли густо белила, немножко где-то розовинку добавили, и вот просто так набросали. Только смотрите, не просто так везде, да, именно где вот эта трава лежит, да, местами по дороге, возле дороги цветочки добавить. Если хотите именно солнечный свет еще раз где-то добавить, вот эти 3 цвета смешивайте. И где цветы уже положили, можно, они могут быть намного темнее, потому что может смешаться, и просто густо берете этот солнечный свет и немножко где-то по краям ложите. Тогда там уже несколько цветов именно в цветке будет. Это будет очень интересно видеть. Кисти, ребята, обязательно надо вымыть, почистить, потому что кисточки, вот, допустим, начинающие художники такие шутки делают, что начинают затемнять поздние картины, да, затемнять на светлой картинке очень сложно, именно когда она мокрая, да. Мы называем мокрой, потому что она липнет, да, получается сложно. Вот, допустим, я светло-зеленый много белил добавила и хочу затемнить, у меня плохо получается затемнить. Поэтому, когда вы пишете маслом, вы должны сперва с темных начать, да. Вот, а потом уже высветлять и уже сколько угодно густоты добавлять. Вот. И спасибо, что... Ну, вопрос еще есть? Если есть, задавайте. Нет вопросов. Нет, но Спасибо. потом еще надо посмотреть и это, ну, поработать еще. Работы классные, ребята, молодцы. И спасибо всем участникам большое. Вот. И в следующем уроке тоже подключайтесь, пожалуйста. И ждем ваших работ. Кто не отправил, отправляйте. Вот, в чате есть номер. Можете в WhatsApp отправить, в директ Аллах добрый почин. Если что-то не поняли, ребята, на YouTube подпишитесь. Мастер-класс Алифа Адис и добрый почин пишите. И там найдете видеоуроки, предыдущие видеоуроки, тоже очень интересные, акварели, да. И еще будут уроки, тоже пишите, для конкурса пишите обязательно. Вот. И всем творческих успехов, удачи, чтобы
ребята, не бойтесь копии делать чужих работ и что-то свое добавлять. Вы ничего не крадете. Это получается все, что в жизни мы видим, мы это копируем в холст. Поэтому то, что вы с интернета берете и что-то чуть-чуть меняете, вы не нарушаете ничьи права. Потому что все равно идеально копию картины сделать все равно художник сам меняет. Вот. И у вас получится ваш свой собственный оригинал картины. Вот. Конечно, идею берете с интернета или вообще куда-то ездите и рисуете. Или в свои же фотографии можете нарисовать. Вот, тоже очень интересно. Вот картинки отправили. Это я по-другому сфотографировала. Вот электрическое зависит. А другие же отправили. Ага. О, здорово. Вау, супер. Ух ты. Как Тереза и Джулия. Тереза, молодец. Тоже отлично. Классно. Небо Джулия такое. тоже молодец, вообще замечательно. Очень интересная форма деревьев. Класс, молодец. Вот дальний фон вообще такой облачный получился, да? Или с дымкой. Очень интересно. Вот ты, как красота. Мгм. Чебайлар. Чидит. Чуи. Спасибо всем. И до новых встреч. Извините. Это вам спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Мгм. До Пока-пока. субботы. До До субботы. субботы следующей. Мгм. Большое спасибо. Спасибо.